Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Восхваляем одного лишь Аллаха, Субханаху ва Тааля. На Него лишь полагаемся, страшимся Его наказания. Любим Его пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Его религию. Того, кому Аллах, Субханаху ва Тааля, пожелает благого, никто не сможет ему навредить. А тот, кому Аллах, Субханаху ва Тааля, пожелает навредить и разгневается на него, никто не сможет оказать содействие. И милостью Аллаха, Субханаху ва Тааля, мы с вами продолжаем изучение Его имен и качеств. Ведь каждый, кто знает Аллаха больше, его богобоязненность растет. Если его богобоязненность растет, то он далек от грехов, становится дальше от грехов и становится ближе к благим деяниям. И с таким намерением мы изучаем качество Аллаха Всевышнего. На прошлом уроке мы с вами прошли именно Аллаха Аш-Шахид, Ар-Ракиб. Аш-Шахид и Ар-Ракиб — свидетель и наблюдатель, наблюдающий. Сказали, что Аллах — свидетель каждого нашего деяния. Он видит каждое наше деяние, ничто от Него не скрывается, и Он наблюдает за каждым из нас. Как мы выполняем Его повеления, как мы сторонимся Его запретов и как мы придерживаемся Его религии. Сегодня же мы перейдем к другому имени Всевышнего Аллаха — Аль-Хафиз, Аль-Хафиз. То есть приходит в двух формах — Аль-Хафиз и Аль-Хафиз. То есть ударение на первый слог и ударение на второй слог. Аль-Хафиз, Аль-Хафиз. Оба этих имени, у них корень один. От слова хифз в арабском языке. Хифз. Что означает хифз? То есть первое значение — это заучивание. Например, Коран хафиз. Мы говорим, так ведь? Коран хафиз. Коран хафиз. Кто такой? Тот, который заучил Коран. Тоже от этого слова хифз. И также у этого значения, у этого слова есть значение хранить, оберегать и хранить. Это имя в Коране Аль-Хафиз, в форме Аль-Хафиз, приходит в 3 аятах. В суре Худ Аллах говорит: «Инна рабби аля кулли шайин хафиз». Слова одного из пророков: «Воистину, мой Господь аля кулли шайин хафиз», хранитель каждой вещи. Воистину, мой Господь хафиз каждой вещи, хранитель каждой вещи. В суре Саба, 21 аяте, также говорит: «Ва раббука аля кулли шайин хафиз». И твой Господь хранитель, хафиз, над каждой вещью. В суре Шура, 6 аяте, Аллах говорит: «Валладзина аттахазу мин дунихи аулияа Аллаху хафизун алейхим». И те, которые избрали помимо Него себе божеств, наряду с Аллахом кого-то еще себе избрали, Аллах хафиз над ними. Аллах хранитель над ними. В этом аяте хафиз, то есть он тот, который хранит, запоминает их деяния. И он запомнил, он помнит, хранит то действие, их грех, то, что они взывали к кому-то помимо Аллаха, субхану ва тааля. И он, Аллах, субхану ва тааля, хранит это до судного дня, и затем в судный день накажет их за этот грех, который является многобожием. И в форме Аль-Хафиз приходит в одном аяте: «Фаллаху хайрун хафиза, ва хуа архамур рахимин». Воистину Аллах, и Аллах наилучший хранитель, и Он архамур рахимин, наимилостивый из милостивых. И также приходит во множественном числе хафизун. Хафиз — это единственное число, а множественное число хафизун. Как в суре Аль-Хиджр Аллах говорит: «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна лаху лахафизун». Воистину мы ниспослали напоминание, Коран, и мы являемся хафизун, его хранителями, говорит Аллах Всевышний. Это имя Аль-Хафиз, что же оно означает? Ученые много дают ему объяснений, все они близкие, и они недалеки от языкового толкования.
Во-первых, аль-хафид, он тот, который запоминает. То есть мы сказали, первый смысл — это заучивание. Что такое заучивание? То есть когда ты выучил это и не забываешь. Противоположно заучиванию, хифзу — это забывание. То есть если ты забыл, значит ты не выучил. Выучил — это противоположно забыванию. И Аллах хафид. Что это значит хафид? То есть он тот, который запоминает и не забывает ни одно из деяний своих рабов. Каждое благое деяние Аллах помнит. Каждое греховное деяние, которое человек совершает, он это помнит. То есть он знает это. Он никогда этого не забывает. И также значение хафид, он тот, который хранит и оберегает своих рабов в этом мире. И в этом мире от бедствий оберегает их искренних рабов, их иман, их веру, бережет их от козни шайтана и многобожников и иноверцев, которые пытаются каким-то образом навредить верующему рабу Аллаха. Аллах, что? Он их оберегает, бережет. То есть такие смыслы касательно имени Аллаха. Тут прочитаем только высказывание имама Аль-Куртуби, муфассир, толкователь Корана. Он говорит, это имя является именем, качеством сущности и качеством деяния. То есть у Аллаха субхану ва тааля есть разные качества. Есть качество сифат ад-дат называется, качество сущности, как ар-рахим, милости. Ар-рахман — это качество сущности, то, что Аллах, он по своей сущности милостивый. Аль-кауи — сильный. Аль-алим — знающий. И подобного рода. Аль-куддус — святой. То есть это качество его сущности. А есть качество, которое называется сифатуль аф'аль, то есть качество действий его. Как, например, калям, речь. И также это качество, говорит, имеет в себе два смысла. Первый смысл — это качество сущности Аллаха. Когда Аллах говорит, что Он хафиз, это качество его сущности, указывающее на безграничное его знание и то, что он ничего не забывает. «Вама кана раббука насия», говорит Аллах в Коране, и твой Господь не был забывающим. То есть он не забывает ничего. То есть он по сущности своей, Аллах, обладает качеством хифза, тем, что он ничего не забывает. И также это качество, говорит, с другой стороны, является качеством его действия. Он хафиз своих рабов. Он оберегающий своих рабов, он тот, который бережет этот мир от разрушения. Если поподробнее разобрать эти смыслы, то первый смысл, как мы сказали, это то, что Аллах субхану ва тааля оберегает и бережет, во-первых, этот мир. Во многих аятах в Коране Аллах субхану ва тааля говорит, что Он тот, который оберегает этот мир от того, чтобы он не разрушился, чтобы небеса не рухнули на землю. И говорит, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ. И мы сделали небеса оберегаемой крышей. Но они, говорит, не беспечны по отношению к нашим знамениям. То есть Аллах субхану ва тааля тот, который поддерживает в этом мире баланс. Звезды, которые мы видим, эти астероиды, метеориты, которые пролетают, и все небесные тела, они не падают на нашу землю, и землю Аллах Всевышний оберегает. То есть Он так все сделал, то есть если посмотреть и астрономию изучить, знать, то что каждое небесное тело движется по своей орбите, и они не сталкиваются с друг другом. То есть наши планеты, звезды, они каждый по своей орбите движутся, и они ни с кем не сталкиваются. То есть Аллах сделал такой порядок, и Он оберегает, Он бережет, хранит этот порядок, чтобы земля не разрушилась. Мы знаем также, что небесные тела, которые входят в нашу атмосферу, они сгорают на пути. Они, то есть из-за силы трения, то есть нагреваются до такой температуры, что они просто сгорают и измельчаются. То есть таким образом Аллах субхану ва тааля установил такие законы, и Он оберегает, бережет свое творение, бережет эту землю. Об этом Он в Коране нам напоминает. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. И Он удерживает небеса
от того, чтобы они упали на землю, говорит Аллах Субхану ва Тааля, кроме как с его повеления. То есть, кроме как с его повеления, что-то иногда на землю все-таки падает. То, что Аллах Субхану ва Тааля предписал, и то, что Он пожелал. И говорит Аллах Тааля: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. И мы установили на небесах светильники, и мы сделали их красивыми для тех, которые смотрят на них, и уберегли их от каждого проклятого шайтана. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Он уберегает эти небеса от того, чтобы шайтаны шли туда, поднимались и подслушивали разговоры и повеления Аллаха Субхану ва Тааля своим ангелам. И также в аяте Аль-Курси, что мы говорим: «Васи'а курсиюху ас-самавати валь-ард, ва ла яудуху хифзухума, ва хуа аль-алийюл азим». Его курси, его подножие его трона объемлет небеса и землю. «Ва ла яудуху хифзухума». И никак не обременяет оберегание, хранение их, хранение чего? Небес и земли. «Ва хуа аль-алийюл азим». И Аллах, Он Аль-Али, возвышенный, и Он Аль-Азим, величайший. И единственное, то, что остается в этом мире, то, что не теряется, это лишь то, что Аллах Субханаху ва Тааля сбережет. В этом мире, как бы мы ни старались что-то сберечь, если Аллах не пожелает, чтобы оно сбереглось, осталось целым, то мы не сможем этого сберечь. То есть единственное, что в этом мире останется целым и нетронутым, это лишь то, что Аллах Субхану ва Тааля пожелает. Так же, как Он, например, пожелал сохранить Коран. Как в Коране нам говорит: «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна лаху лахафизан». Воистину мы ниспослали напоминание, Коран, и мы его убережем, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Если прошлые писания, прошлые божественные книги, Аллах возложил оберегание, хранение этих книг на людей, и они с этим не справились. Они их растеряли, они их исказили, следуя своим страстям, своим похотям, своим желаниям. То Коран же, Аллах в Коране обещал сам сберечь. Мы не спаслали Писание, и мы его убережем, говорит Аллах Всевышний. И поэтому Коран, в каких бы тяжелых ситуациях, как ученые говорят, что если посмотреть историю, мусульмане проходили через разные трудности, разного рода смуты. Бывали такие периоды, когда в мусульманскую умму, в мусульманские знания вторглись иные науки, такие как философия. И эти науки, они что? Большую смуту посеяли среди мусульман. И разделила мусульман на разного рода течения и секты. И многие люди заблудились, следуя этим наукам. Были времена, когда люди начали возводить ложь на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, измышляя хадисы, придумывая ложные хадисы. И разного рода посягательства на религию, на ее сохранность. Разного рода была смута. Но за все это время, в каком бы тяжелом положении ни были мусульмане, какая бы смута ни происходила, как бы те, которые пытались религию разрушить и внести раскол, они никогда не могли посягнуть на Коран. Как бы они ни пытались, они не могли изменить даже букву в этой книге. Во-первых, потому что Коран, он является чудом. И его языковая, он так написан красноречиво, что любое изменение слова, буквы или хараката, мы знаем в арабском языке харакат, он меняет тоже, может поменять смысл слова. В конце слова, если у, или и, это уже меняет полностью смысл, падеж. Если бы они даже попытались изменить, то это тут же проявляется. Это тут же проявляется и замечается. То есть никак, то есть на протяжении около 1500 лет, как первый аят
суры Аль-Аляк был ниспослан. Икра бисми раббика аллади халак. Читай во имя Господа твоего, который сотворил. С этого времени до наших дней Коран остается неизменным, неприкосновенным. И ни один харака, ни один харф в этой книге Всевышнего не изменен. Потому что Аллах обещал сам уберечь свою книгу. Каким образом? Во-первых, как мы сказали, невозможно его изменить, потому что сразу заметится это по смыслу и по правилам арабского языка. И если, например, в Коране, например, повторяются разные истории, но они приходят истории об одном пророке, скажем. О пророке Мусе у нас много приводится, кисса, так ведь, в разных сурах. Но они каждый раз, языковой оборот у них разный. Используются другие слова. Или же ударения падают, другие окончания. И тем самым, если человек изменит в одном месте, скажем, смысл, или как-то его растолкует, но в другом месте уже с другим языковым оборотом тот же смысл опять идет. Как, например, произошло, когда му'тазилиты, те, которые отрицали качество Всевышнего Аллаха, как они трактовали аяты, в котором речь идет о том, что Аллах Субхану ва Тааля говорил с Моисеем. У нас в одной суре Аллах говорит: «Вакаллама Аллаху Муса таклима». И говорил Аллах с Моисеем, с Мусой, таклима, речью. Так вот в этих словах, если посмотреть в арабском языке, Муса и «Вакаллама Аллаху Муса», и говорил Аллах с Моисеем. Они поменяли огласовку в конце имени Аллах. Они сказали «Вакаллама Аллаха». То есть говорил Муса с Аллахом. Не Аллах с Мусой, а Муса с Аллахом речью. То есть они поменяли здесь харакат. И тем самым изменили. Но этот же смысл идет в другом аяте, где Аллах говорит «Вакалламаху раббуху». В другой суре, в другом месте «Вакалламаху раббуху». И говорил с ним раббуху, его Господь. То есть со стороны арабского языка, если кто знает арабский язык, тут уже ты никак не изменишь. Тут уже местоимение, которое возвращается непосредственно к Аллаху. И речь идет о том, что именно Аллах разговаривал с Моисеем. То есть Аллах говорил речью. Если в том месте они поменяли, харакат один изменили, сказали «Каллям Аллаха Муса». То есть Муса говорил с Аллахом. То в другом аяте уже невозможно изменить. То есть такой речевой оборот, то что ты никак не поменяешь этот смысл. Остается лишь каким-то образом трактовать, как они это и делали. То есть Коран, он таким образом, своим красноречием и языковыми оборотами, строением, он так сложен, так устроен, что невозможно его изменить. Это первый, то есть как Аллах его уберег от изменений. И также Аллах уберег его от изменений тем, что Он сделал его легким для заучивания. Коран, он легкий для заучивания. Сколько у нас хафизов? Со времен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, люди передавали Коран из уст в уста, заучили его полностью и передавали другому. Потом тот, который заучил, передавал следующим нескольким людям. И так до наших дней вот эта цепочка заучивания Корана идет. И нет никакой больше другой книги в мире, подобно Корану, которая бы также была легка в заучивании. И Аллах Всевышний, Он, сказал, что Он убережет книгу свою, Коран, и Он ее уберегает. И невозможно туда внести какие-то изменения. И Аллах, субхану ва тааля, также уберегает свои религиозные, объекты, касающиеся религии. К примеру, Кааба. Кааба – этот храм, это мечеть, которую построил Ибрахим, алейхиссалям, со своим сыном Исмаилем. Она на протяжении тысяч и тысяч лет она остается сохранной. Если посмотреть, что это такое, это лишь кирпичи. То, что мы видим, это одеяния из ткани, которые накрывают. А само, если одеяние снять, это лишь куб, построенный из кирпичей и камней. Да. И он на протяжении всего этого времени он не изменен, он сохранен, то есть оберегает его. И несмотря на то, что Кааба, она установлена в том месте, как об этом говорится, в котором нету ни посевов, ничего там не растет. То есть Мекка — это засушливая пустыня среди скал, расположенный город, и там ничего не растет, ничего не цветет. То есть это
очень суровый там климат. То есть тем самым город этот сам не притягивает людей какими-то мирскими благами. То есть иногда порой бывают какие-то строения, какие-то объекты, они сохраняют себя из-за того, что они расположены в благоприятном месте, благоприятном и том месте, которым интересуются люди. Они туда постоянно приходят, значит, и из-за того, что люди постоянно там обитают, они сохраняются. Но Кааба в том месте, где нет ничего такого, чтобы привлекало людей. Это и у Каабы нет ничего такого, чтобы устрашало людей от того, чтобы ее разрушить. Кто был в хаджи, да, в Мекке, там нет ничего такого. Там нет ничего не написано на Каабе, то, что кто тронет эту мечеть, его постигнет какое-то проклятие, он будет проклят на всю свою жизнь. Там нет ничего такого. То есть бывают разного рода храмы, там какие-то рисунки, они страшные. То есть люди боятся до них дотронуться. Да? Хотя на самом деле это всего лишь строение. И никак они не могут тебя навредить. А Кааба же, то есть она и не притягивает людей своим, то есть тем местом, на котором она расположена. И также нет ничего, чтобы устрашало людей от посягательств на Каабу. Но несмотря на это, Кааба, она на протяжении тысяч и тысяч лет остается сохранной. Люди постоянно приходят к ней и ее что? Возвеличивают. То есть, потому что Аллах Субхану ва Тааля приказал, тем самым мы ее возвеличиваем. И также люди не посягают на ее сохранность, хотя там нет ничего устрашающего. То есть, потому что Аллах Всевышний ее уберег. Аллах охраняет Каабу. Как мы знаем из истории про Абраху, который пытался разрушить Каабу. Про него даже отдельная сура в Коране испослана, сура Туль-Филь. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Алям тара кейфа фа'аля раббука би асхабиль филь. Разве ты не видел то, что Господь твой сделал с обладателями слона? То есть Абраха — это наместник эфиопского царя в Йемене в свое время был, и который христианином был, который пытался разрушить Каабу. Но что его постигло? Его постигло наказание Всевышнего Аллаха, и все его войско, которое шло на Каабу, у которых были слоны осадные для разрушения Каабы, они не смогли ничего сделать. Аллах их наказал. То есть сохранным является то, что Аллах Субхану ва Тааля убережет. Если Аллах обещал что-то уберечь, то никто не сможет и ничто не сможет этому навредить. И никто не сможет никак этому противостоять. И из этого следует понять то, что Аллах, в Его руках вся власть. Он оберегает то, что Он и кого Он пожелает. И тот, кого Он оберегает, Аллах, никто из Его творений не сможет Ему навредить каким-то образом. Никто не сможет забрать Его пропитание и Его ризк. Никто не сможет посягнуть на Его здоровье, на Его жизнь, на его семейное счастье, на Его родственников, на Его близких, если этого человека бережет Аллах. То есть, значит, каждому человеку, каждому мусульманину нужно заслужить вот это, чтобы Аллах его сберег, Аллах его хранил. И об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам завещал, и Аллах Всевышний нам также завещал, как же этого достичь. Как достичь того, чтобы Аллах тебя уберег и хранил тебя? Лишь когда ты сам хранишь Аллаха, то есть Его религию, тогда и Аллах тебя убережет. Как в известном и очень распространенном хадисе, и очень глубоко, так сказать, с глубоким смыслом, на самом деле, вот этот хадис, который приводится у нас в 40 хадисах имама Ан-Навави от Абдуллаха ибн Аббаса, от сподвижника, который в свое время был еще, когда слышал этот хадис, он был юношей. Этот хадис начинается «Я гулям, инни уаллимука калимат». «О, мальчик, я научу тебя словам», говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И вот этот хадис, каждый мусульманин должен его всегда помнить. Вот этот хадис надо заучить и всегда его в сердце помнить, потому что это основа. Это основа веры в Аллаха Субхану ва Тааля. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, научил ее даже ребенку, не говорю уже о взрослых. Мы должны сами это осознать, и в сердце оно должно у нас укорениться. А потом уже также передавать это своим близким, родственникам, детям. Что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? «Я гулям, инни уаллимука калимат, ихфазиллаха яхфазк».
Храни Аллаха, и Он тебя сохранит. Вот это правило Он установил, которое Аллах Та'аля установил в этом мире. Он объясняет его ребенку. Храни Аллаха, и Он тебя сохранит, убережет. Убережет, как мы сказали, твое имущество, твою честь, твою жизнь, твое здоровье, твое благополучие. Убережет твою веру, что самое важное. Вера, она также нуждается в сохранности. Если Аллах Субхану ва Тааля пожелает кого-то отвратить от истины, то никто не сможет ему помочь. И поэтому мы также каждый должен просить у Аллаха: «Я мукаллибаль кулуб, тhabбит кулубана аля диник». О тот, который переворачивает сердца, утверди наши сердца на Твоей религии. «Раббана ля тузигh кулубана ба'да идh хадайтана». О наш Господь, не отврати наши сердца после того, как Ты нас наставил на прямой путь. Вера, она также нуждается в сохранности. И если Аллах Субхану ва Тааля пожелает ее отнять, то мы ничего не сможем сделать. Ихфазиллах яхфазк. То есть, если ты хочешь быть в сохранности, чтобы Аллах тебя уберег, сохранил твое мирское, и также твое дунья, ахират твой сохранил, твою религию, то что нужно делать? Ихфазиллах. Храни Аллаха. Что это значит хранить Аллаха? Что это значит? Аллах нуждается в нашем хранении, мы не можем Аллаху хранить. То есть, Он ни в чем не нуждается. Ему не угрожает что-то, чтобы он нуждался в хранении. Нет. О чем тут речь идет? Храни, что? Шариат и постановление, религию Аллаха Субхану ва Тааля. Храни Его приказы. Выполняй то, что Он тебе повелел. Храни Его запреты. То есть сторонись того, что Он запретил. И тогда ты получишь вот эту награду. Аллах будет тебя оберегать. Аллах будет тебя хранить от всяких невзгод. И есть некоторые деяния, на которые есть отдельные указания, чтобы верующие хранили эти деяния. Во-первых, это самое первое, что человек должен оберегать, хранить, это право Аллаха Субхану ва Тааля. Какое право у Аллаха? Как когда пророк, саллаллаху алейхи ва увидел Муаз ибн Джабаля, он говорит: «О Муаз, подойди сюда». Муаз ибн Джабаль, радиаллаху анху, подошел и сказал: «Ляббейк», то есть, да, слушайте, о посланник Аллаха. Он говорит: знаешь, какое право Аллаха над своими рабами? Он говорит: Аллах и его посланник знает лучше. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, чтобы они не предавали ему сотоварища. Вот это самое первое, основное право Аллаха Субханаху ва Тааля, которое каждый мусульманин должен беречь. Это не предавать ему сотоварища, не совершать многобожие, ширк. И тогда, через некоторое время потом, Муаз ибн Джабаль, его опять пророк, саллаллаху алейхи вассалям, позвал и спросил: а знаешь ли ты, какое право у рабов перед Аллахом, если они вот это совершили? То есть, если они не предавали Аллаху сотоварища, знаешь, каким они обладают правом? То есть у Аллаха право, чтобы мы не предавали ему сотоварища. Если мы не будем предавать сотоварища, у нас тоже появляется свое право перед Аллахом. Какое же это право? Алла ю'адзибахум, чтобы Он не наказывал их, говорит Всевышний. Говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, когда человек хранит единобожие, таухид, то у него появляется право, чтобы Аллах не наказывал его адским пламенем. Или вообще не наказывал, но бывает такое, что у человека грехи, много грехов, то тогда Аллах не оставляет его вечно в аду с теми, которые совершали многобожие и посягали на таухид, на единобожие Аллаха Субханаху ва Тааля. И также указанием, одно из поклонений, на которое отдельно Аллах Субханаху ва Тааля указал в Коране и повелел хранить его, это является намаз. Это намаз. Аллах говорит: «Хафизу аля ссалават вассалат аль-вуста». Храните, оберегайте свои намазы и средний намаз. То есть, касательно среднего намаза, есть разные мнения среди ученых. Кто-то говорит, это салатуль аср, кто-то говорит, это салатуль фаджр, утренний намаз. Но суть не в этом. Аллах повелел хранить, оберегать намаз. И также из качеств верующих Аллах что говорит? «Валладинахум аля салаватихим юхафизун». Они, верующие, которые оберегают свои молитвы. Что это значит оберегать свои молитвы? То есть совершать их вовремя.
с искренностью, с хушу'у, со смиренностью, выполняя все их условия чистыми, с чистой одеждой, искренне, читать так, как будто это твоя последняя молитва. То есть полностью отдавшись этой молитве, хранить ее, оберегать ее. Так повелел Аллах Всевышний, Субханаху ва Тааля. И также из тех действий, которые Аллах нам в Коране повелел оберегать, это у нас взор, слух и наши сердца. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. И не говори того, о чем у тебя нет знания. Не занимайся тем, о чем у тебя нет знания. Воистину, слух, зрение и сердца, каждое из этого будет об этом спрошено. Слух, зрение и сердце, каждое будет спрошено, говорит Всевышний Аллах. Слух — то, что ты слушал. Слушал ли ты запретное, или же ты слушал что-то благое. Зрение — на что ты смотрел. На запретное или же на разрешенное. И сердца свои, чем ты их заполнял? Чем-то полезным, полезной информацией, тем, что повышает твою религию, твою веру, твой иман, или же тем, что наоборот в сердце зарождает какие-то сомнения и как-то искажает твою веру, твою религию. Чем ты заполнял свое сердце? Какую ты информацию брал? Какие ты знания получал? Каждый это орган будет об этом спрошен. Каждый мусульманин должен хранить эти органы. И также Аллах Всевышний повелел нам оберегать наши половые органы. Что говорит? Скажи же верующим, чтобы они оберегали свои взоры и оберегали свои половые органы. Оберегали свои половые органы от зина, от прелюбодеяния. Это прямой смысл. И также из смыслов оберегали свои половые органы от того, чтобы кто-то смотрел и глазел на эти половые органы. Это такой же смысл. То есть у мусульманин есть аурат от пупка до колена мужчины. И никто, кроме супруги, не может смотреть на аурат этого человека. И у женщин свой аурат. То есть, когда говорит «вахфаду фуруджахум», оберегайте свои половые органы от греха, от зина, и также от того, чтобы кто-то смотрел на эти половые органы. Естественно, бывают случаи, когда требуется медицинское вмешательство или медицинский осмотр, и без этого никак, то в этом случае разрешается. И также Аллах повелел нам хранить свои клятвы. «Вахфаду айманакум». И храните свои клятвы, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. И тогда, если мы все эти будем хранить, то Аллах также нас убережет. «Ин тансуруллаха янсуркум». Если вы будете помогать Аллаху, то Он вам поможет. «Фадкуруни адкуркум». Поминайте меня, и я вас помяну. «Яхфадиллаха яхфад», как пророк саллаллаху алейхи сказал. Храни Аллаха, и Он тебя убережет. И тут надо знать то, что блага, вот это хранение Аллаха, субхану ва тааля, своего раба, его религии, его чести, имущества, его здоровья, и все, вот это такое же, то есть оно степенями, не у всех оно одинаковое. То есть кого-то Аллах, субхану ва тааля, лучше оберегает, кого-то меньше. От чего это зависит? Опять-таки от деяний. Кто-то более богобоязнен, кто-то выполняет повеления, выполняет дополнительные виды поклонения. Кто-то вообще оставляет большие грехи, кто-то еще маленький грехостранец. То есть от степени твоей богобоязненности зависит что? Степень твоей сохранности. От степени твоей богобоязненности зависит степень твоей сохранности. И на этом, иншаллах, мы лекцию закончим. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر الله